Так, друзья, ассаламу алейкум. Витаю вас. Сегодня 22 марта 2024 года, 19:51 по Берлину, 20 часов 51 по городу Джахару. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня второй стрим за сегодня, и я бы хотел обсудить атаку на Крокус Сити Холл или Норд-Ост 2.0. И, по всей видимости, это тот самый теракт, о котором предупреждали посольство США и другие посольства в Москве. И вот такие вот события. Давайте, я сейчас получил несколько видео, просто страшные, ужасные кадры. Идут, просто убийство людей идет. Это просто необъяснимая какая-то жестокость. Давайте обсуждать это и давайте будем следить за этими событиями, друзья. Так, секунду. Ашхамуляй. Так, салам алейкум, алейкум, шамсаду, алейкум. ФСБшники замутили наверняка. Босаиду. Московский сахар. Да, Шекель. Это Норд-Ост 2 или Рязанский сахар. Да. Всем вітання, слава Україні, ожили Машу, Вуйко. Вітаю вас. Героям слава. Героям слава. Так. Ну, давайте я вам свежую новость, Бюстикюэль, Массера, сообщу вам то, что вот нам сообщает BBC. По порядку, да? Давайте изначально, как все это было. Горит Крокус Сити. Это, короче, ужасно. Все ужасно. 19:15 сообщает BBC. Нападение в Крокус Сити Холле. Что известно? Этим вечером в Москве приходят страшные новости. В московском концертном зале Крокус Сити Холл перед концертом группы «Пикник» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу из автомата прямо по посетителям концерта. По данным МЭШ, стрельба началась одновременно и в зрительном зале, и в фойе, где находились люди. В соцсетях публикуют видеозаписи атаки, на которых видно, как нападавшие расстреливают людей в упор. Сообщается также, что в здании начался пожар, частично обвалилась кровля. По данным ТАСС, огнем охвачена как минимум треть здания. По некоторым данным, в Крокусе могут по-прежнему оставаться люди. Телеграм-канал 112 со ссылкой на источник утверждает, что в результате атаки погибло более 10 человек и около 50 пострадали. На видео из концертного зала действительно видны тела погибших. Дело в том, что, сейчас дальше мы все это узнаем, погибших уже за сотни людей там. И, по всей видимости, будет еще больше. Потому что если все люди там заблокированы, их подожгли, то может погибнуть там сотни людей. Вот видео, которое... Большой зал. И идет стрельба. Большой зал, как в Норд-Осте. Который открыли стрельбу перед концертной группой. Нет? Люди в панике бегут, прячутся, и горит полностью, охвачен огнем, крыша, все горит. Вы, наверное, эти видеокадры уже видели. По официальным данным, о погибших пострадавших пока не появлялось. Так, это было на 19:20 сообщение. На фото видно, как концертный зал охвачен огнем. Формально Крокус находится в Красногорске, это Московская область. На место событий выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным РИА Новости, на месте работают 50 бригад там, и так далее, скорой помощи.
Агентство «Москва» сообщает, пожарные, которые работают на месте нападения, вывели из подвала горящего здания 100 человек. Сколько зрителей по-прежнему остаются внутри зала, достоверно неизвестно. В здании Крокус Сити Холл произошел новый взрыв, сообщает корреспондент «Осторожно, новости». Пожарные на земле до сих пор не могут начать тушить пожар. Поступает сообщение, что несколько нападавших забаррикадировались внутри здания. Атаку на концертный зал комментирует террористическая банда ФСБ, которая и организовала, без сомнения, этот террористический акт, на мой взгляд. Российская ФСБ выпустила заявление о происходящем в Красногорске. Его цитирует Российское информационное агентство. Силовые службы предпринимают необходимые меры из-за стрельбы в Крокус Сити Холл, утверждается в ведомстве. Не в ведомстве, а в учреждении. И все это туфта ваша ГБшная. Российский чиновник называет нападение на Крокус терактом. Российские СМИ и некоторые чиновники уже начали называть нападение на посетителей концерта в Крокусе терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала стрельбу в концертном зале кровавым терактом. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале выразила соболезнования пострадавшим от теракта. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался осторожно и вообще избегает терминов. На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, говорится в его телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале написал об ужасной трагедии в торговом центре Крокус-Сити и сообщил об отмене развлекательного мероприятия в столице на выходные. Молодец. Очевидец, 1941. Автоматы стреляют и некому помочь людям. Фотограф Дэйв Примов оказался в Крокусе во время нападения. Он рассказал о том, что видел в Инстаграме. Мы ждали концерта группы «Пикник», и в зал ворвались люди в коричневой одежде и начали из автомата стрелять по людям. Мы начали бежать. Давка жуткая просто. Паника у всех. Все ложатся на землю. В сторис фотограф выложил видео эвакуации. Люди шли по неосвещенным коридорам, пытались найти выход на улицу. Он подчеркнул, что людей никто не спасал, приходилось выбегать самим. Автоматы стреляют, некому помочь людям. Все спасались как могли. Крокус горит. Если бы мы побежали не в ту сторону, не смогли выломать дверь, мы бы сейчас горели, сказал он, стоя на фойе горящего концертного зала. Что известно о нападавших? Про людей, которые сегодня напали на Крокус Сити Холл, неизвестно фактически ничего. В СМИ и соцсетях появилось сообщение, что стрелков могло быть 5. Я полагаю, что там минимум 10, если не 20 человек. На видео, где снято, как нападавшие расстреливают посетителей в фойе концертного зала, видно как минимум 4 мужчин, вооруженных автоматами. Где сейчас находятся эти люди, неясно. Телеграм-канал «База» сообщил, что несколько нападавших смогли забаррикадировать здание. Кроме того, издание пишет, что сейчас силовики ведут розыск 4 мужчин, камуфлированных в одежде, так как они могли скрыться с места атаки. Среди очевидцев в зале был мужчина по имени Виталий. Вот что он рассказал. Мы услышали выстрелы. Сначала не знали, что происходит. Потом я увидел, как террористы стреляют по людям. Они кинули несколько бутылок с зажигательной смесью, все загорелось. Нас вывели к выходу. Дверь на выход была заперта. Тогда мы ушли в подвал. Там ждали помощи. Еще один очевидец, не назвав свое имя, сказал, что в здании были родители, пришедшие на соревнования по танцам со своими детьми. Дети и подростки были на соревнованиях. Прибежали люди и сказали, что стрельба. Там была давка. Дети выбегали прямо в бальных платьях. 19:52 сообщают о начале штурма Крокус Сити Холла. Начался штурм, сообщает телеграм-канал. Осторожно, новости. Ссылаясь на собственного корреспондента на месте событий. На улице слышна стрельба. Внутри концертного зала, передает он. Сотрудники ДПС перекрывают дороги близ Крокус Сити Холл, пишет телеграм-канал «База». Ведется розыск 4 мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления. В Москве отменяют все развлекательные мероприятия, ну и так далее. Так, друзья, вы можете закидывать сюда информацию, я ее тоже буду озвучивать. Давайте следить за этими новостями. Давайте будем смотреть. Так, Бюстик Холь, Далвизель. Так,
У Рашки мобилизация, поэтому это сделали. Да, совершенно верно, Саид. В связи с тем, что у России дела плохо идут на фронте, нужна мобилизация. Об этом 8 еще марта, то есть 14 дней назад, 2 недели назад об этом сообщало американское посольство, затем другие посольства, что будут террористические акты. 9 марта были убиты 2 выходца с Казахстана, граждан Казахстана, которые якобы готовили террористические акты, их убили. И на 2 недели, видимо, было отложено это все мероприятие, и сейчас возобновилось. И это делается для того, что я в этом нисколько не сомневаюсь, для того, чтобы мобилизовать население, запугать население и мобилизовать его на войну против Украины. И сейчас русские, вот смотрите, я вот нисколько не сомневаюсь, россияне, русские, кто вы там живете в России. Смотрите, в 99 году точно так же взорвали свои дома, не точно так же, сейчас просто убийство людей идет, там тоже было убийство, но спящих людей в своих домах. И тогда мобилизовали людей и направили их против чеченцев, на войну против чеченцев, обвинив в этом нас. Не знаю сейчас, кто эти террористы. Может быть, эти террористы окажутся чеченцами, и после этого снова что-то обрушится на чеченцев. Но, скорее всего, вероятнее всего, это будет мобилизация, сперва запугивание и массовая мобилизация, зачистка, отмена моратория на смертную казнь и закручивание гаек. И именно, мне кажется, вот сейчас, как президент Путин имеет право отменить мораторий на смертный казнь, чтобы на законных основаниях людей расстреливать, начинается совершен этот теракт. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что за этим торчат длинные уши ФСБ. Потому что за всеми терактами в фашистской России, почти за всеми терактами торчат длинные уши ФСБ. И вот сейчас русские у вас мобилизуют, россияне. Вас сейчас запугают как следует, сейчас этот процесс пошел. Потом вас начнут мобилизовать, потом будут всех несогласных сажать, расстреливать. Ну, вы это будете терпеть, я не знаю. Что-то нужно делать, друзья, что-то нужно делать. Салам, Аслан. Салам, Эд. Да, ужас, ужас. Салам алейкум, Асан. Думаю, на России потихоньку началось. Да, алейкум салам, чеченский сионист. Да, началось. Без сомнения, все это началось. Так, раньше всех, ну почти, Белый дом заявил, что не так. Никаких украинцев узком... Это очень... Да, это уже русские говорят, что это сделали украинцы. Это мне присылают разную информацию, скидывают. Ну и вот, смотрите, Константин Малафеев, есть такой русский олигарх, который финансировал начало русской весны, так называемой агрессии против Украины. И вот этот Константин Малафеев пишет: среди наших святых во все времена было много воинов. От ранних христианских мучеников до праведных воинов последних столетий, включая прославленного в лике святых адмиралов и так далее, Суворова, тогда все они наши заступили, и поэтому в эти дни особенно важно обратиться к ним молитвами, святые мой, так. Страшный теракт. После прошлого страшного теракта Норд-Ост мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять. Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов, чтобы покинуть города, и, наконец, закончим эту войну победоносным разгромом противника с использованием всех сил и средств. Я так понимаю, Малафеев призывает к нанесению ядерного удара по Украине, обвинив предварительно в этом украинцев. И вот дальше, что пишут русские. Агадхан пишет тут. Правильно было бы, если казалось, что Украины не стало бы совсем. Террора в Москве ждали. Не все равно
но все равно это всякий раз неожиданно и страшно. Это война, уже совсем без правил, где жертвами становятся все. И нет больше военных и мирных, есть мы и они. И либо мы их, либо они нас. Нет взрослых, нет детей, мужчин и женщин, стариков и больных. Русофобия – это когда русские истребляют просто то, что они русские. И никто никогда не пощадит. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Уже на Донбассе, ну и так далее. Сейчас пойму, ну тогда серьезную ситуацию понимали не все, сейчас поймут все. Да, для этого это сделано. Дугин, ага, это Дугин был, которого я сейчас читал. Дугин был. Так. Более 100 человек, так, террористов как минимум 5, глава Московского, так. И еще раз напоминаю, посольство США 8 марта предупреждало о возможных терактах в Москве в ближайшие 2 суток. Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты, обращаю внимание, 8 марта предупреждали русских. И весь мир планирует в ближайшее время атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение последующих 48 часов. Ну, тогда это было немного отложено. И сейчас мы видим, что возобновилось все это дело. Давайте я перехожу к вашим комментариям. Уже успели приписать на бородатых. Все как по методичке. Бородатый с камуфляжами. Справедливый человек. Дело в том, что бородатые, так называемые бородатые, они на стороне Украины. Да, все нормальные люди на стороне Украины. А бородатых, вот этих радикалов, которые ФСБ готовит и подготавливает, очень удобно сказать, что вот они были там и так далее, и так далее. Да, ну, видимо, это оболваненные фанатики, которым сказали просто убивать мирных людей. Я просто еще раз и еще раз удивляюсь с этих людей, которые одно дело, ну, действия, какие диверсионные действия, которые есть против страны-агрессора, они имеют законные основания, это законное право. Одно дело даже требовать что-то, да, прекратить, например, нас убивать. Это когда, например, делали чеченцы. Они просили нас не убивать, перестаньте нас убивать. Другое дело просто зайти и направо-налево расстреливать людей и убивать. Это ужасно. Это никак ничем не оправдано. Я удивляюсь вот этим фанатикам, которые туда идут. Ведь у вас есть голова на плечах. Зачем вы убиваете женщин, детей, безоружных мужчин, стариков? Заходите, вот я видел это видео, они просто вот так в упор, просто с 3 метров, с метра, вот так в упор с автоматов людей расстреливают. Вот мне видео тут накидывают. Каждые 2-3 минутки приходит одно, второе, повторяются. Почему вы, если вы идете умирать, если делать, почему вы идете умирать, убивая женщин и детей? Ведь есть Государственная Дума, Кремль, Лубянка, военная часть, в конце концов. Это законные объекты, которые реально наносят нам вред. Нам, вам, всем нам. Вот это империя зла, это сосредоточение зла. Зачем вы убиваете женщин, детей? Какой толк вы делаете на руку этому ФСБ? Вас использовали сейчас, как использовали в Норд-Осте. Да, дело святое, даже в Норд-Осте то, что делалось. Был геноцид чеченцев, нужно было что-то сделать, что-то как-то остановить геноцид чеченцев. Да, это объяснимо. И они даже не убивали там никого. Когда запустили газ в Норд-Осте, для того, чтобы 2 провода свести или нажать на кнопочку, чтобы все это взорвать, раз у них были бомбы, не нужно 1 секунды даже. Доли секунды достаточно нажать кнопку. Они этого не сделали, они все умерли там. Но они не взорвали. А вы просто заходите, женщин, детей расстреливаете. Если, конечно, эти террористы меня видят и слышат, я говорю. Или тем, кто следующий хочет так поступить. Вы делаете то, что нужно ФСБ и Путину. Сейчас уже вы еще там бегаете по этому Крокус-Сити-Холл. А уже террористы, которые развязали войну против Украины, такие как Малафеев и другие, массово начали говорить: объединяйтесь. Вот что вы сделали.
Вот что было в Норд-Осте. Хотя эти люди имели основания, и вы, наверное, имеете 100 причин нам мне объяснить, рассказать, что вы тут защитники чего-то, кого-то. Но мы же должны смотреть дальше своего носа, что от этого приведет. Так вы работаете на ФСБ, получается. Умышленно вы это делаете или неумышленно, какая нам разница? Если вы делаете то, что выгодно ФСБ, вас используют. Вам там проповедники выносят мозг, там рассказывают, что вот там. Но просто вы же люди, вы же должны задуматься, что сделал женщина, ребенок, бабушка, дедушка, которых вы расстреливаете. И теперь вы даете русским козырь, Путину козырь, ФСБ вы даете козырь, мобилизовать, запугать население, зашуганное и так это население России. На ичкерийцев будут сваливаться. Может и на ичкерийцев, да, вполне возможно. Вполне возможно. Визитка Яриша уже нашли, спрашивают. Да, Рязанский сахар 2.0, витаю вас. Витаю, Максим, витаю вас. Вот и пришел Рязанский сахар. Да, Шамиль, да, Максим. Эти парни, которые стреляли, были бородаты в камуфляже. Все как методички. Да, я тоже видел их. Молодые пацаны, там, оболваненные пацаны. Скажут члены РДК подпольщики. Что угодно сейчас будут говорить. Все будут, конечно же, валить на Украину. И вот сейчас мы видим одна проблема. Ведь на 7 октября, когда нападение на Израиль произошло, оно же тоже было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, победить эту Украину. Как же уже они не могут справиться, что они готовы только, на что только они не готовы пойти. 1200 человек в Израиле убили. Сейчас тут убивают. Только лишь отвлечь внимание от Украины. Только лишь сейчас мобилизуют всех людей или атомную бомбу сбросят. Может сейчас на Белгородскую область и сбросят атомную бомбу. Ограниченный ядерный удар сейчас нанесут. Якобы мы не по Украине ударили, а по своей территории, скажут. И нанесут удар по Белгородской области, например. Я не знаю, что делать с этими. Не было бы полезных идиотов, ФСБ бы сидела бы на месте ровно. Шустрый плешфюрер переизбрался и сразу игру усложнил. Совершенно верно, ребят. Друзья, пишите ваши вот эти мысли, я их буду озвучивать. Это очень важно и очень метко вы все это говорите. Именно так, только что якобы избрали президентом снова Путина. И вот началось. Ну, все этого ожидали. Между прочим, поступала информация, что на России все ждут, что вот сейчас Путина переизберут, и начнется мобилизация, и ужас начнется. Вот он начинается. Вот он начинается. Вот он начинается. Кто устроил теракт, твое мнение? Без сомнения, за этим стоит учреждение ФСБ. Без сомнения. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Некоторые вещи, когда я говорю, я всегда пытаюсь аккуратно подбирать формулировку. И всегда говорю, это мое мнение. Вот здесь я абсолютно убежден, что за этим стоит террористическое учреждение ФСБ. Как оно стояло за Норд-Остом, как оно стояло за Рязанским сахаром, взрывом домов в 1999 году. И за почти 95% всех взрывов и терактов, которые были на России, которые приписывали нам, чеченцам. И тут в Европе тоже русские террористы из ГРУ проводят террористические акты. И будут еще продолжать, если у них это будет получаться. Ва алейкум салам, Асколи, Даудов. Ва алейкум салам, Амирхан. Вот смотрите, Имран Хожук пишет здесь, за Ирпень, за это карма возвращается. Подождите, друзья, украинцы, я вас тоже сейчас прошу, не высказывайте злорадство, пожалуйста, не подыгрывайте этому ФСБ. Я понимаю ваше состояние, и я человек, который принадлежит народу, который пережил 100 раз больше, чем вы сейчас переживаете.
мы пережили геноцид, несмотря на все ужасы, которые с вами происходят. И все равно мы должны быть адекватными и понимать, кому это выгодно. Поэтому я призываю украинцев, не за Ирпень это не говорите. За Ирпень это уже 100 раз там под Ирпенем и под Бахмутом 100 раз отомстили и отомстят еще. Здесь это РУ, это игра ФСБ, это игра русских террористов из ФСБ. Пожалуйста, давайте им не подыгрывать и не давайте не злорадствовать по этому поводу. Если мы будем злорадствовать, мы подыгрываем и наоборот настраиваем. Мы пока и так тролли будут писать. Не волнуйтесь, украинцы, за вас русские тролли, вот эти, которые их пригожинские тролли так называемые, они будут и так это писать. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь пока от всех своих гневных комментариев. Украинцам, живущим в фашистской Российской Федерации, уезжайте из ФРФ. Уезжайте, да, конечно, давно пора. Всем надо уехать с больших городов, друзья. Я чеченцев призываю, покиньте пока на время Москву, куда угодно, в деревню, в Чечню, куда, разъедьтесь. Потому что если Россия нанесет ядерный удар, по ней могут ответить ядерным ударом. У Украины есть очень надежные, хорошие союзники. И если будет нанесен, и именно поэтому могут нанести по Белгородской области, не по Украине территории, хотя могут на границе там жахнуть и что-нибудь там сделать. Поэтому, пожалуйста, на время разъезжайтесь. И это мой вам совет. Это никакой не теракт, это спецоперация ФСБ. Завтра всеобщая мобилизация и объявление войны. Все как по методичке. Да, Максим, абсолютно вы правы. Это спецоперация ФСБ. Это террористический акт ФСБ. Это теракт ФСБ. Я в этом не сомневаюсь. Маш Воваль, Тамерлан, Воваль. Значит, у США был инсайд. Да, США владеет огромным объемом, массивом информации. И не потому, что все, что проходит через интернет, WhatsApp, они все это могут проконтролировать. Потому что все сервера, мы знаем, находятся у них, и у них есть очень хорошие возможности все это контролировать. Так, ГУР о стрельбе в Подмосковье. Это сознательная провокация спецслужб Путина, сообщает ГУР. По словам Юсова, международное сообщество предупреждало Россию. Абсолютно согласен. То, что сейчас говорит Юсов, абсолютно. СОБР начал спецоперацию по зачистке Крокус-Сити-Холла. На кадрах момент входа спецназовцев в здание. В Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Выходные после теракта в Москве, заявил мэр Собянин. Я практически уверен, что теракт в Крокус-Сити в Москве – это дело рук Федеральной службы безопасности России. Вот практически никаких сомнений. Это не второй Норд-Ост, как некоторые пишут. Может, внешне, но не по сути. Это больше напоминает организованный ФСБ взрывы жилых домов перед выборами Путина. Но обвинят, скорее всего, нас. Завтра Небензя срочно будет требовать созыва Совета Безопасности. Пишет Сазонов, об этом пишет. Это украинец пишет. Баркал, друзья, присылайте информацию, присылайте, я ее буду озвучивать, давайте будем следить. И если вовремя сбить волну, объяснить, донести до людей, то можно многое что исправить. По крайней мере, спасти каких-то людей, кого мы сможем. Расстрел людей в Крокус-Сити-Холл в Подмосковье, кремлевский почерк. Диверсанты ФСБ, узаконенный терроризм Российской Федерации. Проигрывающие русские в войне вытаскивает излюбленный Джокер. Теперь Гитлер в бункере постарается это повесить на Украину. Плюс кровавые выборы президента, удержание власти. Это версия нашего президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, друзья. И абсолютно все, видите, все абсолютно не сговариваясь, понимают, что происходит. Все понимают, что происходит. Я вот только сейчас получил эту информацию. Спасибо, кто мне присылает. Пожалуйста, продолжайте присылайте. Давайте сейчас займемся этим вопросом вплотную. Салам маршалду, Масцерга, салам маршалду, свободный гражданин. В Питере эвакуируют людей из здания, причины неизвестны. Ага. Спасибо, Евгений. Продолжайте, друзья.
Мусульмане самый справедливый народ. Мусульмане это не народ. Народ, много разных мусульман есть на земле. Поэтому давайте сейчас не будем об этом. Шаббат шалом, Владимир Манишма. Георгий, это вы не мне, но все равно вам тоже шалом. Что там в Крокусе происходит? Украинский след уже заявлен? Да, свободный гражданин. Уже начали разные там ГГБшники уже писать, что это украинцы, и нужно срочно нанести массированный удар, пишут. Почему стрим зависает? Я не знаю, у меня не зависает вроде бы. Зависает? У меня вроде все нормально. Скажут РДКшники, людей послали. Вполне может быть. Так. Лучше... Многие соцсети, Аслан, многие соцсети не работают. Спасибо, справедливый человек. Следите, друзья, следите. Мы должны доносить информацию. Пожалуйста, друзья, кто может, распространяйте ссылку на наш стрим. Давайте раскрутим вот эту сегодняшнюю тему и как можно больше людей донесем информацию объективную, всю, которая будет стекаться сюда, будем сейчас озвучивать. И давайте попробуем максимально привлечь внимание к этой проблеме, этой ситуации. Я думаю, еще будет пара таких терактов ФСБ для полной мобилизации населения. Да, чеченский сионист, вполне возможно. Именно вот то, что сейчас в Питере происходит, это может связано, это одновременно может быть в нескольких местах сделано. Нужно сейчас, их задача сейчас, вот сейчас этот теракт произошел, в других местах даже их может и не быть, этих терактов. Там, террористы у них тоже, они ограничены в количестве и так далее. Идиотов много не бывает. Хотя бывает на самом деле и много идиотов, к сожалению. Но вот и готовых пойти на смерть идиотов не так уж много. Поэтому они могут просто из этого сейчас раздувать там, тут. И вот создавать ажиотаж, чтобы люди просто вбить в ступор. Я помню 99-й год. Я прекрасно помню, когда они взрывали дома. И это будет не один день сейчас продолжаться. Это сейчас будет второй, третий, четвертый, неделя, месяц. Это все будет нагнетаться. Помните взрывы домов в 99 году, когда каждые 3 дня взрывалось? Стабильно каждые 3 дня взрывался по одному дому. Каждые 3-4 дня взрыв дома, взрыв дома, взрыв дома. И уже люди были доведены до такого отчаяния, что каждый свой подъезд охранял там. Просто люди на ушах стояли. И это будет сейчас пропаганда все накручивать. Ты о своем народе подумай, что ты об Украине думаешь, говорит Анатолий Сукачев. Анатолий, а что ты предлагаешь мне сделать? Что ты мне предлагаешь сделать? Подумать о своем народе и что? И стать частью России, согласиться быть холопом России? Холопов России? Нет, пожалуйста, без меня дело. Шалом достойному братскому народу из Израиля. Шалом, шалом, Израиль. Аслан, это не люди, кто это делает, это вербовщики КГБ. Да, это не люди. Вербовщики КГБ это не люди, это точно. Ты поддерживаешь НАТО? Конечно, я поддерживаю НАТО. Аслан, у тебя есть инсайд, что это были радикальные террористы? Нет, справедливый человек. У меня нету инсайда. Ну, они с открытыми лицами, вот то, что мы видели, вот, и стреляют. Значит, они готовы умереть. И ни масок на них не было. Худенькие парнишки такие. И просто, ну, беспощадно людей расстреливают.
Соцсети не работают. Террористы внешне на видео похожи на нацменов, точно не славяне. Да, скорее всего, задействованы не русские. Они даже методички не меняют. А зачем, если работает схема? Вот они по ней наглую свою тему делают. Асан, ты не обратил внимания, почерк один и тот же, как в Израиле? Да, один и тот же метод, один и тот же, просто безоружных людей зайти и убить. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это. Возможно, готовить почву под ядерный удар. Возможно. Как в Париже, как в Батаклане. Да, да, это один и тот же метод. Зайти просто тупо всех расстрелять. Тупо всех расстрелять. Так, давайте еще новости почитаем. Так. В подмосковном круг Сити-Холл несколько человек в камуфляже открыли, по данным ФСБ погибло не менее 40 человек. Ну, туфта, короче, 40 человек. ФСБ как начинает ссылаться. Вот давайте послушаем. Стреляют со стороны. Стреляют в толпе. Какие-то люди стреляют. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. Нас подожгли. В момент теракта в зале могли находиться более 6 тысяч человек. Концертный зал Крокус Сити Холла вмещает 6200 зрителей. А все билеты на концерт пикника были раскуплены. Сами музыканты не пострадали, сообщает ТАСС. Первые пострадавшие при стрельбе госпитализированы. Ну, горит Сити Холл. Как известно, вот этот Крокус Сити Холл принадлежит азербайджанскому миллиардеру Агаларову, по-моему, Агаларов его фамилия. И, по всей видимости, не случайно выбор именно пал на именно его объект Крокус Сити Холл. Во-первых, он очень огромный, масштабный, он находится на МКАДе. Это не Москва, уже относится к Московской области, города Красногорск, по-моему, это называется. И, может быть, если вы мне знаете, можете сказать, Агаларов, он азербайджанец или азербайджанский, или бакинский еврей он? Можете мне сказать? Ну, огромный пожар полностью, все, просто, ну, кто знает Крокус Сити Холл, в интернете можешь посмотреть, и вот эта вся крыша его, ну, это огромный комплекс такой, просто несколько там тысяч квадратных метров, и он весь объят пламенем. Я думаю, там потушить его не удастся, пока все не выгорит, особенно если там террористы. Ну вот, приехали мусора, начинается штурм.
Телеграм-канал МСК сообщает, что в здание вошли уже 3 группы спецназа. 3 группы спецназа. Верхний этаж при этом начал рушиться от огня. Там будет 1000, наверное, жертв. 1000 будет жертв. Сотни точно. Стрельбу открыли не менее 3 человек. Ну вот, как обычно, туфту говорят, чтобы панику не нагнетать журналисты или... Да, это молодые пацаны в кепках, с бородами. Они перед входом расстреляли охрану, убили прям всех на входе, заблокировали и просто идут, и вот заходят и просто людей убивают. Просто людей убивают. И знаете, самое интересное, что вот сейчас вот этот момент, они там этих людей расстреливают, они в кучу сбились люди, они в них в упор стреляют. И дальше металлодетекторы, которые, когда заходишь, чтобы были. И вот что от этих металлодетекторов? Обязали весь город, их там охрану выставить, там 3-10 металлодетекторы понаставить и так далее. Они просто стреляют по этим металлодетекторам и проходят мимо. Не помогают металлодетекторы от террористов, от путинских террористов. А по-другому их и не назовешь. Пока мир не избавится от КГБ и не будет суда, мы все спокойно жить не сможем. Я очень надеюсь, что мое государство примет правильное решение. Это я тоже надеюсь, что Соединенные Штаты Америки примут правильное решение. Мигрантами что будет теперь, говорит. Мигрантов, во-первых, всех мусульман, как они и планировали, будут забирать на войну. Во-первых, всех мусульман выставят врагами, которых Украина подбила, Украина там и так далее, надо наносить удар. Все таджики, узбеки, все мигранты, все чеченцы, дагестанцы, кабардинцы, карачаевцы с бородами, с маленькими, с большими, первые попадут под замес. Вы будете обвинены в том, что это вы напали на Крокус-Сити Холл. И после этого вас мобилизуют, скажут, давайте отрабатывать, долг родине отдавайте. И, конечно же, иммигранты тоже. Поэтому, я призываю покидать это. Просто Москву, разъехаться. Ну, или же восставать, выйти на митинги и призвать к ответу террористическое учреждение ФСБ. Для этого вам, конечно, нужно оружие. Сейчас уже мирным путем здесь разговорами ничего не получится. Если выходить, то только с оружием. Если не выходить с оружием, то прятаться, то скрываться, разбегаться, чтобы вас не забрали. Аслан, прошу у вас совета. Живу в Москве с женой. Я призывной категории Б4, но не забрал военник. И без него визу не взять. Куда посоветую уехать, так как жена, и я беспокоен, чтобы не забрали меня. Сауха, я вам советую в срочном порядке выехать в Грузию или в Армению. Ну или на крайний случай Казахстан, куда можно без загранпаспорта проскочить. Или же, если без визы можно, загранпаспорта, без визы выехать. Потому что будут забревать всех. Либо, если у вас нет времени, вы уже все до последнего там сидели, терпели, мы уже давно предупреждали, чтобы уезжали. Уехать в деревню, уехать к бабушке, к тете, к дяде, где-то там спрятаться. Или же сидеть дома, и пускай жена в магазин ходит и так далее. Но это может продолжаться и год, и 2, учтите. Это может затягиваться, эта ситуация. Приветствую всех. Аслан, как думаешь, зачем, почему, для чего, я не особо понимаю. Для того, чтобы мобилизовать население, как когда взрывы домов были в 1999 году, чтобы мобилизовать людей, запугать людей. Я убежден, что мораторий на смертную казнь сейчас будет отменен мораторий.
и смертная казнь будет восстановлена в фашистской России. И людей, кто не согласен, право, лево, без разговоров, на законных основаниях. Дело в том, что убивать вот эти менты, ФСБшники готовы с удовольствием. Просто им нужны основания законные, чтобы они были не виноваты, чтобы безопасно для них вас убивать. И сейчас, если ведут мораторий, отменят мораторий Путин одним росчерком пера, он это сделает, я об этом уже несколько лет предупреждаю, что это будет. Отменит мораторий на смертную казнь, и все, и слово сказал, менты с удовольствием будут. Менты, специальные карательные группы, СМЕРШи, которые уже у них созданы, НОД, национально-освободительное так называемое движение Путина, которое собрало всех там сумасшедших и садистов самых настоящих, которые будут просто убивать. Надо что-то делать, друзья. Все. Точнее, загранник не могу посмотреть. Ну, тогда нужно, если нет заграничного паспорта, Сауха, тогда нужно, в Грузию загранпаспорт нужен. Не знаю, куда, в Казахстан, по-моему, не нужен загранпаспорт. Можно туда попробовать, либо куда-нибудь в деревню, обзвонить кого-нибудь, снять какой-нибудь домик, там, вообще копейки может стоить в любой области, ну, подальше от украинской границы, не в сторону Брянщины, Орловщины, Белгородщины, а в другую сторону, куда-нибудь туда надо уехать. Можно на Кавказ уехать, можно куда-нибудь в Сибирь уехать. Домой придут, не надо дома ждать. Да, дома у себя это самый экономный вариант, я имею в виду, если уже нет каких-то вариантов. А так, конечно же, по прописке лучше не находиться, конечно. По прописке лучше не находиться, совершенно верно. Операция «Рязанский сахар 2.0». Да, спасибо большое за ответ. Жена уже заприметила в Казахстане, в случае чего. Да, удачи вам. Аслан, режиму нужно свежее пушечное мясо для войны в Украине, поэтому нужен патриотический угар. В общем, вставай, страна огромная. Да, Дон Кихот, абсолютно так. Но мы все это уже знали, мы уже все это уже предвидели, чувствовали. До выборов на России уже вообще гуляла информация, что все начнется после выборов. Ну вот, закончились эти так называемые выборы. И все. Аслан, на данный момент находимся в Москве. Как думаете, спокойнее, безопаснее будет в селе Чечне или все-таки советуют остаться в Москве? Мил, я считаю, что в Москве оставаться не надо. По крайней мере, пока нужно не оставаться и постараться куда-нибудь перебраться. Я предлагаю в Москве не оставаться. Если Россия нанесет ядерный удар по Украине или по Белгородской области, сразу же прилетит обратка. Сразу же, я убежден в этом. Если Россия нанесет ядерный удар даже по Белгородской области, не говоря уже об Украине, сразу же прилетит обратка. И она может прилететь в Москву. Шалам алейхим, брат. Я осетин, хотел бы узнать, как вы относитесь к осетин, что думаете по поводу вопроса про пригородный район. Ва алейкум салам. Так, я уже 100 раз отвечал, сейчас у нас другая тема, осетин, прости, но сейчас мы другие обсуждаем вопросы. Хорошо я к осетинам, если коротко, хорошо, ко всем хорошо отношусь. Аслан, по моей информации, на России усилились проверки документов мигрантов, сейчас загребают. Да, чеченский сионист, это следовало ожидать. Это следовало ожидать. Я как раз делал ролик, помните, про русских вот этих националистов из русской общины, канал есть такой, YouTube, который выявляет, где мигранты работают, где рабочие, мусульмане, там третьи места, они все это
переписывали, собирали, и сейчас облавы пойдут. Потому что этим ментам, населению нужно объяснить, что это мусульмане виноваты, которые за Украину, вот они виноваты, террористы, вот они пришли. И сейчас всех мусульман будут загребать, всех мигрантов, кавказцев, татар, башкир, всех, кто с бородой, кто без бороды, всех будут забревать. Это их план, я так думаю. Это не первый, не последний теракт. Путин стоит в крови по уши. Ему уже нечего терять. Да, Ярослав, совершенно верно. Это не первый и, скорее всего, не последний. Это сейчас будет эскалироваться. Нужно состояние животного страха россиян ввести, как это было в 99 году. И это будет, они это умеют делать. И для этого мы должны донести информацию, объяснить, что нет, это не так, люди. Не верьте телевизору, вообще не включайте телевизор, не смотрите российские новости. Вы так избежите заражением этим вирусом, который они распространяют. Хекер спрашивает, соболезнуешь? Я соболезную всем невинно убитым людям. Русский он или не русский. И мы не знаем, там русские были или нет. Вы на чем хотите меня подловить? Или в чем вы меня обвинить хотите? Всем я не сочувствую террористической банде ФСБ и миньонам, и их миньонам ГРУ, которые уничтожают свой народ. Понимаете? Свой и чужой. Асан, конечно. Так, Цыбин, ты очень долго выпрашивал бан, и пошел ты отсюда вслед за своим русским кораблем. А что было в 99-м? Можно вкратце, пожалуйста? Сивуха, что за вопрос, что было в 99-м году? В 99-м году террористическая банда ФСБ взорвала первый дом в Буйнакске. Сперва она разрешила в дагестанских 2 селах установить так называемый шариат. И потом дагестанцы заключили договор с Басаевым, с чеченцами о взаимопомощи, союзный договор о выручке. И потом сперва директор ФСБ Степашин и Николай Ельцин, Борис Ельцин разрешили установить там шариат в 2 дагестанских, российских селах даргинских. И после этого начали их уничтожать. Сперва им дали свободу, а потом взяли и сказали, что передумали. Те попросили помощи. Шамиль Басаев с добровольцами пришли на помощь, выбили коридор и вывели женщин, детей, и вывели их в Чечню, этих беженцев. Тогда русские террористы из ФСБ взорвали дом Буйнакский в Дагестане, 2 в Москве взорвали, 1 дом взорвали в Волгодонске, и при попытке подрыва 5-го дома в Рязани с поличными были задержаны люди Патрушева и Путина, которые закладывали эту взрывчатку, ФСБшники. Один из террористов очень похож на Гиркина, вот этого террориста. И потом обвинили в этом во всем нас, чеченцев, и утопили чеченский народ в крови просто. Понимаете? Вот что было в 99-м году. Вы, наверное, молодой, этого не знаете. Вы должны знать. Вы должны знать. Машволь Аснарцу, Делисила Машволь, демократ. Здравствуйте, Аснар. Впервые на вашем канале. Мне интересно, что в головах парней, что убивать людей торговцев. Они не хотят жить и радоваться, что ли? Как им голову промыли, что они согласились на это? Симон Валерджан. Здравствуйте, Симон. Мне тоже очень трудно понять, что находится в головах у этих террористов, которые совершили этот ужасный террористический акт. Потому что если бы я расставался бы жизнью, то я бы ее отдал бы, борясь против настоящих преступников, а не безоружных женщин, детей и стариков, которых они убивают. Мне очень трудно понять, что у него в голове находится. Но
то, что хотят ли они радоваться и жить, да, возможно, они хотели бы радоваться и жить, но они поставлены вашей фашистской Россией в такие условия, что их родственники убиты, в тюрьмах, несправедливость вопиющая. И вот эти люди, легко внушаемые к тому же, это не обычные люди, просто так не каждый пойдет на это. Вот они обрабатывают их, долго им объясняют, какое зло реально есть. А причем они про себя же рассказывают. Вот вербовщики, которые работают на ФСБ, рассказывают про себя, какое они зло, ну не говоря, конечно, что они из ФСБ, вербуют этих пацанов и отправляют на смерть. Это отработанная схема у ФСБ. Мы, чеченцы, это уже много раз наблюдали. Так... Ключевые фразы: тотальные казни и репрессии против семей. Обратите внимание, тотальные казни и репрессии против семей. Вот что сейчас ожидается, будут делать про тех, кто... Медведев, Дмитрий Медведев, агент ФСБ. Я со всей ответственностью заявляю, что это агент ФСБ. Я лично это убедился в этом, знаю. Семьям погибших в теракте искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавшим. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальной казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Это какой мировой опыт, я не знаю. Это, наверное, КГБшный опыт он имеет в виду. Если будет установлено, что эти террористы киевского режима, поступать с ними их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы, включая официальных лиц государства, совершивших такое злодеяние. Смерть за смерть. Вот, сами убили людей, сами подбили людей, и вот обзывают. И это Медведев говорит. Это просто прищ просто на одном месте. Это вообще никто и никак его, этого человека зовут. Вот как он призывает. Вот какой он провокатор. Он хочет потопить в крови. Хорошо. Ну запомни, Медведев, эта кровь, она имеет свойство всем возвращаться. Всем, кто ее проливает, она ко всем возвращается. И как говорил Джохар Дудаев, красный петух войны войдет в каждый российский дом. И эти российские дома, я надеюсь, будут таких людей, как ты, Медведев, которые эти войны разжигают. Ты и такие, как твой Путин. Мерзавцы и подонки. Вот подонки и мерзавцы. Вот к чему мы все пришли. И это было то, что русские позволили с ними сделать. В 99 году, когда они взорвали эти дома и обвинили нас, мы кричали, мы утопали в крови. Вы, русские, высокомерно на нас смотрели. Я помню, как вы написали, ваш Путин с Патрушем взорвали ваших женщин, детей. А когда я прилетел в Ингушетию, из Ингушетии заезжал в Чечню на машине, было написано большими буквами: терроризм – это болезнь. И мы, донцы из Ростова-на-Дону, казаки якобы, которые приехали, кизяки, и мы, донцы, вас вылечим, пришли вы нам сказать. Теперь каждый дом это приходит. И вы, русские, сами довели этого. Вините кого-то, не вините, обижаетесь на кого-то, не обижаетесь. Вы 25 лет накачивали этого Путина, да, и авторитетом, и своим молчаливым, трусливым бездействием. Какие места именно в России будут безопасны в случае ответного ядерного удара? Северный Кавказ не будет местом, куда может полететь ядерная ракета. Спасибо. Потомок Алан. Я не знаю, какое место будет безопасно.
Я не знаю просто этого. Просто я не знаю. Не будет Северный Кавказ, прилетит ли? Я не знаю, прилетит ли. Я буду просить, чтобы не били по Чеченской Республике, Ичкерии, по Северному Кавказу весь этот цвет американцев и всех кого угодно. Но я не могу это гарантировать и знать. Я не знаю. Если они посчитают нужным, они нанесут по базе Кадырова куда угодно, что угодно. Конечно. Это уже решают люди, которые не смотрят канал реалити. Вот. Животное это по-другому не назвать. Говорят, 4 сбежало оттуда после террора. Кто-то забаррикадировался и отстреливается. Да, это фанатики. Они ничего. Это фитиль. Это спусковой крючок. Это капсуль. Они никто. Они ничего не решают. Они никто и звать их никак. Это просто использованный материал, который ничего из себя не представляет. Это просто клинические идиоты и абсолютно жестокие, аморальные существа. Здравствуйте, Аслан. Приятно вас видеть. Здравствуйте, Леонид. Вы что, не знаете, что Путин пришел к власти при помощи террористических актов? Именно так, именно так. Народный массаж, резня похлеще сейчас у нас оккупированная Чечня в кадыровских тюрьмах. Говоришь про Палестину, а не говоришь про оккупированную Чечню. Да, чеченские сионисты, они любят говорить о чем угодно, кроме того, что делают ФСБ и Россия над нами. Асан, честно, я вам раньше не особо верил, но после сегодняшнего дня я понял, что вы говорите истину. Спасибо, Леонид. А я думал, вы мой верный подписчик. Вы тут писали такие хорошие комментарии. Хорошо, хоть сейчас вы поняли. Медведев ублюдок, как и весь русский шовинистический имперский народ. Да, справедливый человек? Кто знает. Цаха, связь, пока неизвестно. Нохчи бубац. Да, ахир бац нохчи. У нас в Чечне никто не оккупирован. Единственное, у нас много испорченных людей. Это же наркоман, престой и так далее. Народный массаж. Это человек, наверное, который избивает людей палкой. Вот он зашел и говорит, у нас все хорошо. Потому что он, видимо, его не бьют палкой, он, наверное, бьет. У Медведева кровь под градусом. Да. А сам вот новость интересная. Некоторые депутаты Госдумы заговорили об отмене моратория на смертную казнь в России за терроризм российские СМИ. Ну, что и следовало ожидать, справедливый человек. И для этого много ума на самом деле не нужно было. Это было понятно и очевидно. Так, ты удалил комментарий, который ты мне прислал. США любишь, флаг их... Да, конечно, почему не любить? Люблю и уважаю США. Места подальше от баз и военных объектов, заводов и так далее. Да, совершенно верно, абсолютно. Сандерс, абсолютно. Пишите, друзья, пишите, сообщайте. Перед нападением на входе в Крокус-Сити Холл не работали рамки металлодетекторов, а охрана не проверяла сумки уходящих в здание. Ну, Баркал за эту новость, но это все никакой роли не играет. Они, эти детекторы, на видео же видно, как они к этим к рамкам металлодетекторам просто стреляют и мимо проходят. Уже всех тут расстреляли и идут. Кстати, есть на том видео, которое ты мне скидывал. Асан, как вы считаете, раз этот теракт случился, то будут последующие? Вероятность, большой вероятности будут еще, но может быть просто нагнетание, вот раздувание вот этого теракта до баснословных просто размеров. Ольга, мне так стыдно отвечать на вот такие глупые вопросы, которые вы когда-то мне пишете. Не просто мне то, что читать за вас стыдно, и за вас стыдно, мне и даже отвечать на это стыдно. Вы обвиняете русских в молчаливом согласии, говорит, а что ваш народ Чечне не встает против Кадырова? Ольга, мы 20 лет сражались против самой беспощадной, жестокой, фашистской российской армии, которая убила 300 тысяч наших граждан, и мы оказались в заложниках. Вы это можете? 30%. Вот вас, русских, 90 миллионов. 90 россиян у вас миллионов.
Вот вас убили 30 миллионов. Это 30%, 27 миллионов вас убили. Понимаете? Вот после того, как вас 27 миллионов убили, и вы находитесь под пятой вот этих КГБшников, ФСБшников, которые сидят, и я таким с умным видом говорю, а что это вы, русские, не встаете? Это где должен быть мозг, чтобы задавать такие вещи, такие вопросы, вопрошать? Мы вас просили нас не убивать, понимаете? Мы умоляли вас не убивать. Мы проводили рейды, захватывали ваши города и требовали прекратить убийство наших. Вы нас объявляли террористами и сжигали нас, кого только могли. Понимаете? О чем вы говорите? Вы превратили наш народ, чеченский народ, свободолюбивый, забитый, в заложниках, просто униженный, в рамки загнали. Самое, извиняюсь, дерьмо вытащили, которое есть в каждом народе, и пригласили к себе в дерьмовый ваш Кремль. И там ему как раз, это, наверное, одного уровня, конечно же, ваш Путин и ваш Кадыров. И не стыдно вам такие вещи говорить, да? Русские не то что молчали, если по правде говорить, русские не только молчали, русские аплодировали стоя и с удовольствием ездили грабить чеченцев. Вы стояли каждые 100 метров на всю Чеченскую Республику блокпосты, и тым, по-чеченски 10 рублей это тым. И тым давай. Стояли ваши эти грязные, вонючие, вшивые вот эти салаги. И для командиров собирали с каждой машины, легковой машины, с человека или там сколько. Тым, 10 рублей тогда собирали. Вот что вы делали, когда ваши дома взорвали, ваши ФСБшники. А вы у нас тым вымогали на блокпостах. Всю республику усеяли фильтрационными. Тут один пишет, концлагерь, ты попробуй меня в концлагерь загнать. Так вы, мать вашу, загнали нас в концлагерь. Мы находимся в концлагере. Просто вы гирляндами обвесили этот концлагерь и показываете, что как здесь красиво все расцветает. Люди свое мнение сказать боятся. Вы превратили в 1937 год Чеченскую Республику, а теперь вся Россия превратилась в 1937 год. Вот с сегодняшнего дня можете отчитывать. И мораторий на смертную казнь будет отменен. Вот уже пишут, видите, что будет отменен. Как же вы достали своим лицемерием просто. Астан, как думаете, это теракт из разряда Рязанский сахар? Да, совершенно верно, Скайп. Абсолютно так. Норд-Ост, Рязанский сахар. Совершенно верно. Ассаламу алейкум, бамуту. Алейкум салам. Один чеченец, 2 украинца, 3 русских добровольца и может быть 1 иностранец Запада. Я думаю, такой будет расклад. Ураг номер 1. Ну, посмотрим, какой там будет расклад. Но я думаю, что будут обвинять исламских террористов, мусульманских террористов. Всех будут, мигрантов, мусульман, всех будут забревать. Ну и, возможно, нанесение ядерного удара. Кадыров подавляет чеченцев. Не Кадыров подавляет чеченцев. Российская армия и ФСБ подавляет чеченцев. Чеченцы, кадыровцы, которые есть, это всего лишь просто один из отрядов, который используется. И все. Не просто против чеченцев, а в других местах тоже используется этот отряд. Не надо на одного Кадырова. Нет, тут Кадыров это обычный расист с 3 классами образования. Он ничего не может. Это просто лицо, которое нам показывают. Который живет, утопает в роскоши и объедается, что уже перекатывается. Колобком стал. Так. Асан, ты заметил ущербность русских? У них в торговых центрах людей убивают, они докапываются до американского флага. Вот никакого к ним уважения нет. Демократ, на этом канале, кто сейчас в данный момент, когда идет вот этот ужасный трагический факт, я убежден 100%, что это только тролли пишут такие вещи.
Потому что ни один адекватный человек, или полностью неадекваты, или тролли пишут. Потому что ни один русский адекватный человек не будет сейчас мне говорить за флаг. Это 100%, это ГБшные эти тролли ментовские, которые там сидят. Или потому что сейчас все понимают, что опасность их касается. Это когда нас касается, они могут там циничными быть. А когда себя касается, уже, я думаю, все понимают, что опасность для всех сейчас. Да, это было даже со скорой помощи, с больным 50 рублей за проезд. Да, албанец, было, я знаю, да. Ичкерийский народ самый свободный. Да, Ярослав. Да, вот недавно в Москве торговом круге зашло около 20 человек и расстреливали всех. Савуха, ты о чем ты говоришь? Куда выехать? Ты это спрашивал, говорил, а теперь ты говоришь, вот недавно в Москве Крокус-Сити. Я понимаю, ты тролль, что ли, я понимаю, так? Ты же вроде только что бежать хотел, Казахстан, куда там выехать, паспорта нет из-за Крокуса. А теперь ты говоришь, что удивительно просто. Или ты это не мне пишешь? Единственный неадекват в эфире это ты, Аслан. Али Ибн Хасан говорит. Али Ибн Хасан. Тролль 100%, да он. Галимый ГБшный тролль, да он. Али Ибн Махмуд Ибн Аббас Саддам Хусейн, да, и так далее, да. Русских постигла карма, которую они заслуживают, как бичей гонят на фронт. Да, к сожалению, они сами довели эту ситуацию до этого состояния. К сожалению, именно так. Спасибо, что понимаете, что нормальные русские не будут такой глупостью писать, когда сочувствую часть, на которую обрек Путин народ Чечни и Дагестана. Роб Сито, спасибо, что вы понимаете. Я-то понимаю, что сейчас это угроза для русских. И сейчас ни один нормальный человек не может, когда у тебя самого пожар, то ты не можешь за американский флаг что-то говорить. И вот который вот здесь пишут ахинею просто бред пишут. Но не может нормальный человек это писать. Их взрывают, их убивают. Там может их мать оказаться, их жена, дети, кто угодно их может оказаться. Аслан. И Али Ибн Хасан, зачем ты мне задаешь вопросы, если ты считаешь, что я неадекват? Ты неадекват задавать вопрос человеку неадеквату, да? Задавать и так далее. Ты полный неадекват, да? Так, давайте посмотрим, что еще новости нам сообщают. По версии, так, нам тут в ходе нападения на входе в Кроксе не работает программа. Да? По версии следствия, 4 террористов расстреляли людей, выбежали из Сити-Холл, переоделись в заранее подготовленную одежду и скрылись. Опа! Значит, это не смертники, получается. А сейчас привезут туда каких-нибудь смертничков, и их расстреляют, получается. По версии следствия, 4 стреляли, значит, они умирать не собирались. Значит, они постреляли, людей поубивали и, значит, сбежали. Интересная версия получается. Давайте еще посмотрим, что тут. Я хотел поспать, потому что вообще не выспавшийся был.
Так, теракт в Москве, провокация спецслужб РФ по указанию Путина. Ее цель – оправдание тотальной мобилизации. Главное управление разведки Украины. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта, только фальстарт спланированной спецоперации. Ну, слава богу, ГУР хотя бы правильно начал говорить, да? А то что-то в последнее время какой-то мутный стал этот ГУР. Ну, ажиотаж. Просто зашли, людей расстреляли, подожгли и сбежали. Все, в принципе, безопасно для них. Они практически ничем, если хорошо подготовленные агенты, сотрудники ГРУ, например, потом привезти туда казахов, узбеков, чеченцев, таджиков, дагестанцев, расстрелять их на месте же. Вот террористы, которых мы обезвредили. Отличный план. Чисто ГБшный план, я скажу. В результате нападения вооруженных боевиков на московский концертный зал Крокус Сити Холл, по данным, причем, заметьте, говорят не террористов, а боевиков почему-то пишут. По данным ФСБ погибло 40 человек и еще более 100 получили ранения. Теракта такого масштаба в столице не было более 10 лет. С момента взрыва на станции метро Лубянка и парк культуры в 2010 году. Новую атаку террористов комментируют в России и за рубежом. В этом материале мы собираем реакцию на преступления со стороны чиновников, политиков, общественных деятелей и других публичных фигур. Так. Мария Захарова что говорит? МИД России поступили звонки из разных стран мира от простых граждан. Ля-ля-ля. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей, все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление. Я осуждаю это чудовищное преступление и возлагаю вину на террористическое учреждение ФСБ и ГРУ Российской Федерации. Какой кошмар, соболезнования. Так, Совет фонд. Вот эти все. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юсов. Это сознательная провокация спецслужб Путина. Почему они говорят Путина? Вот этот ГУР меня смущает тем, что он постоянно на Путина все это сваливает. Какие спецслужбы Путина? Да, Путин так называемый президент, но это спецслужбы России. И после Путина эти спецслужбы останутся. Это сознательная провокация спецслужб Путина. Просто, ну вот ГУР себя дискредитирует. Просто вот этим дискредитирует. Значит, Путин во всем виноват. Значит, никакой русской империи, захват Киева, этого нет. Только один Путин, оказывается, во всем. Сейчас Путина уберут, умер, сдох, сбежал, еще что-то. И все, и заживут. А всех чеченцев, кто воюет за Украину, потом выдадут спецслужбам уже другого, Навального, например. Навального уже нет, Ходорковского. Так получается? И ГУР будет помогать ловить этих чеченцев. Так получается? О котором предупреждал мировое сообщество. Кремлевский тиран начинал свою карьеру и таким же преступлением против собственных граждан хочет ее завершить. В стране, где контртеррористический спецназ гоняется за комментаторами из интернета, которые что-то не так сказали про Путина или написали про Бучу, террорист всегда будет чувствовать себя свободно. Левиев – это основатель Conflict Intelligence Team. Левиеву я хотел бы сказать, разве террористы не чувствуют в России себя до сих пор свободными? Разве не террористы, которые совершают теракты, гоняются за этими, кто писал комментарии в интернете? А разве не ФСБ террористы, Левиев? Что ты такое говоришь? Ты какой-то такой неточный, Левиев. Ну все, это, короче, тут бред. Ужас, ужас.
Ужас. А если ты знаешь историю Чечни, то должен знать песню. Так, эту песню я не знаю. И потому что донские какие-то войска, их песен мне еще не хватало, да? Этот кипиш нужен для ФСБ, чтобы гайки закрутить. Да, Асламбек, да. Вежари, которые на России, уезжайте из на России. Да, совершенно верно. Почему это не может быть ГУР? Украинцев полно в Москве, делай что хочешь. Я думаю, спецы среди них тоже есть, оружие валом. Александр Кнопов. Конечно, есть украинцы-спецы. И украинцы вам так показали, что они спецы, что вы до сих пор кровью харкаете. Еще будете десятилетия вспоминать украинцев. Вас Джахар Дудаев предупреждал, не обижайте украинцев. Потому что живые будут завидовать мертвым, когда они придут. Но в данном случае это абсолютно невыгодно украинцам. Это контрпродуктивно для украинцев. Украинцам абсолютно не нужно сейчас, когда они являются во всем мире чуть ли не героями, им не нужно сейчас делать, опорочивать убийством женщин, детей, свое имя питать, запятнать и так далее. Ни в коем случае и никак. Понимаете? Ассаламу алейкум. Не думай, что Россия ждет соболезнования от стран Запада и этим легитимности. Питер Вольф, алейкум салам. Да, совершенно верно. Именно поэтому сейчас обратилась ведь это Захарова, она же поэтому говорит, да, ты абсолютно прав, я думаю. Чтобы с ними сказали, да, нам так жалко, мы так переживаем там, и так далее. И чтобы вышли на контакт, и все, опять они рукопожатные. Вполне может быть и это. Но я сомневаюсь, что кто-то будет им выражать соболезнования. Родственникам погибшим, и я выражаю соболезнования. Базару нет, это даже не обсуждается. Но выражать Путину, кто это организовал, Патрушеву, вот этому руководству, я думаю, не будут. Особенно с учетом того, что 8 марта еще, 2 недели назад, об этом сообщала американское и другие посольства в Москве, в России. Об этом сообщали. Поэтому, ну, посмотрим. Русскоязычное население тоже принимало в референдум об отсоединении Чечено-Ингушской республики. Ольга, русскоязычное население тоже принимало в референдум о отсоединении Чечено-Ингушской республики. Ольга, вы опять пишете глупый комментарий. Мне очень стыдно за вас. Знаете почему? Потому что русскоязычное население или Чеченской республики, Ичкерия, там, отсоединение, вот это слово отсоединение написали, Чечено-Ингушетия. Скажите, пожалуйста, отсоединение от кого? От кого? Скажите мне, пожалуйста. Советского Союза не существует, он перестал существовать. От кого мы должны отсоединяться? По факту прекратил существование Советский Союз. От кого мы должны? От вас, от русских, от Москвы? Вы пока новые придут. Вы в 93-м году приняли свою конституцию. Мы уже президента, парламент. Пока вы там выясняли, кто у вас главный там, КГБ или ГРУ, там, или там какая-то группа в КГБ. Мы уже себе парламент демократическим, самым честным, справедливым путем. Парламент. Вам это вы даже не поверите, что бывают честные выборы. Что тут на Западе, что у нас в Чеченской Республике. Мы избрали себе президента, парламент, приняли Конституцию в 92 году, 12 марта. И только в 93 году, когда Ельцин и ваш парламент, все КГБшники между собой передрались, вы в 93-м, в декабре, через 1,5 года приняли свою Конституцию. О чем вы говорите вообще, черт побери? Откуда мы должны были выйти, если вы развалили Советский Союз и 2 года делили власть, не могли между собой разделить это имущество, власть и так далее? Мы уже все, уже жили своей жизнью. Ну, каждый раз позориться же не надо. Один раз опозорилась, хватит, наверное. Салам алейкум и Адыгея ваша. Алейкум салам. Смотри новости. Сейчас посмотрю, мне тут тоже присылают. Сразу несколько очевидцев нападения заявили в ВЧК ГПУ, что террористы были азиатами и кавказцами и говорили не по-русски.
Ну вот, азиаты отлично сейчас ходят, как раз сейчас мигрантов, их огромное количество. Вот эта русская община, вот эти фашисты из русской общины, канал русской общины, они как раз охотились и на Кавказ, и в основном на мигрантов, на азиатов, и их сейчас будут, да, преследовать. Наверное, нужно отдельный ролик написать, предупредить всех мигрантов, чтобы они как можно быстрее покинули фашистскую Россию, Москву. Хотя сейчас уже облавы, наверное, начались. Начнутся на всех и вся. И как раз, когда, помните, посольство США объявило 8 марта, что будет в ближайшие 48 часов, тогда за 2 дня, на второй день, 9, по-моему, убийство 2 казахов произошло, граждан Казахстана. И вот сейчас, видимо, вот на этой основании сейчас будут азиаты, говорят, все. Началась, короче, тема. Московский сахар для мобилизации. Да, Феришуля, да. Шари сказал, что... Шари, кто такой сказал Шари? Что, ичкерийцам сказал? Что-то я... Он что, у него прямые контакты, что ли, с ичкерийцами? Что, он организовывал, что ли? Еще никто не знает, а Шари знает, что ли? Так. США провели испытания гиперзвуковой ракеты. Результат остался неясен. Андро, почему удалили? Так, подождите, давайте посмотрим. Так, я думаю, можно уже заканчивать наш стрим, потому что информацию мы пока имеем только ту, которую сейчас озвучили. Midnight нет, вы не заблокированы, вас видно. Если вы какие-то гадости пишете, тогда YouTube не пропускает комментарии, а так комментарии все проходят, модераторов нет, вас никто не блокирует. Я всех этих модераторов пока отключил. Midnight, это не ты заблокировал, это канал Аслана на территории фашистской России заблокировал. Да, наверное, это, да, понял. А что сечешь, справедливый человек? И ты в последнее время очень активный стал. Что с тобой? Аслан, русских из Чечни не гнали? Не гнали. Не гнали. Наглая ложь, что русских из Чечни гнали. Нашего первого президента жена была русская. Наш первый президент, хотя по соответствии с Конституцией все народы нашей стране были равны, наш президент специально для русскоязычных создал специальную группу следствия, которая специально реагировала только на русскоязычных, потому что ваша русская пропаганда днем и ночью трубила, что мы русских убиваем. А русских убивали ваши бандиты, которых со всех тюрем вы собирали, кавказцев, там разных черноволосых, их нам засылали. Ну и среди них одного-двоих чеченцев и остальные такие похожие. Не гнали мы русских, не гнали, не ущемляли. Ваши русские боялись этой пропаганды, которую телевизор днем и ночью раскручивал. А мы еще многого не понимали, я тебе скажу. Вот сейчас в Украине я все это уже видел и прекрасно уже ориентировался, как рыба в воде. А тогда я был и маленький, и мы этих всех приемов ваших не знали. Типа, вы потом нас научили, что ты сидишь с русскими в одном дворе, живешь, никаких вопросов. А в соседнем дворе тебе по телевизору рассказывают, там всех русских вырезали. Понимаешь? И русские говорят, а там говорят вырезали. А ты идешь, а там ничего нет. Понимаешь?
Вот как пропаганда ваша работала и против нас. И русские уезжали, знали, что будет война, кстати говоря. Бежали, тоже уезжали, да, война будет, война будет. Русские ваши в Москве сидели, накручивали. Некоторые говорят, да, некоторые не уезжали, оставались и ждали ваших. Как сейчас в Украине ждуны сидят, ждут, потому что они клинические идиоты. Они думают, что они придут и их спасут. А они приходили, их расстреливали. Заходили и спрашивали, как ты к чеченцам относишься? А он хоть и ждун, но он не сука, извиняюсь. Он говорит, нормально относились, жили, помогали друг другу, буханку хлеба друг другу давали там. Ну, раньше так было, сахар там, что-нибудь помочь. Ах ты, подстилка чеченская, на тебе. Вот так убивали. Только за то, что ты хорошо к соседям. Вообще, ты к семье, ты не к мужчине хорошо чеченского, ты к женщине, к соседке хорошо относилась, женщина, например. Ах ты, тварь ты за чеченов. Русские, спасатели, которых они ждали, сидели. Понимаешь? Уже упомянули слово «бородатый» в новостях, когда говорили о внешнем нападавце. Удалил коммент из-за грамматической ошибки. Ясно, ясно, Андро. Приветствую вас. Да, ну сейчас они уже азиатов там приписали, сейчас будут мигрантов, наверное. Мигрантов, сейчас всех мусульман там, ну как положено. Все по отработанной схеме. Все по отработанной схеме. Сейчас на канале у Гордона вся гибня собралась, обсуждают этот теракт. Но они сейчас надеются, сейчас такой момент, когда будет мобилизация русских, вот они сейчас давайте соберемся, ударим по Украине, сейчас всех мобилизуют, потом, может, нанесут ядерный удар какой-нибудь ограниченный, еще что-то. Ведь нанесли сейчас по ГЭС в Украине, а она питает электричеством или чем, водой там как-то связано с Запорожской атомной электростанцией, уже они там говорят. Сейчас будет это эскалироваться. Сейчас Путину нужно перехватить инициативу. А как перехватить? Убивая своих, а потом уже все переключая на других. А самые незащищенные это узбеки, таджики, мигранты, которые хотят больше походить на русских, чем сами русские там пытаются там ходят, чтобы их не трогали и так далее. Можно понять их с одной стороны. Но с другой стороны, сейчас они будут, их будут мобилизовывать, и все будут аплодировать русские, потому что не их мобилизуют. Понимаете? Ну вот как сейчас будет. Косят под дагестанцев и чеченцев. Это сейчас они косят, потому что сейчас уже стало модно под кадыровцев косить. А тогда они, Россия, постоянно ходили тоже. Ну и как будто чеченцы, да, как россияне, не как узбеки, таджики, а как, да, это я видел тоже. Эксценсный Дмитрий Гордон с Марком Фейгин, Владимиром Осечкин, Савиком Шустером. О, вся компашка в сборе, да. Палестинцев как этноса не существует. Да, совершенно верно. Хе-хе, совершенно верно. Так, друзья, я думаю, надо заканчивать наш стрим. Сейчас посмотрим. Снова мне прислали. В Совете Федерации обвинили Украину в организации теракта в Москве. Вот тебе официально. Совет Федерации. Сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Болдырев заявил, произошедшее в Крокус-Сити-Холле – это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения, их надо устранять на месте.
из мер по предотвращению профилактики терактов предлагает усилить меры проверки сотрудников охраны и обслуживающего персонала на концертных площадках, в музеях, местах массового скопления людей, ввести проверки таких людей для приема на работу, усилить досмотр. Ну все, усилить досмотр, все. Да, Раша Боска, да, форму носили, да. Эх, мигранты, теперь нам еще тяжело станет. Совершенно верно, Ярат Тавилович. Абсолютно. Всем станет тяжело. Всем мусульман будут забревать. Вас первыми, и всех кавказцев, и всех мусульман, и все русские будут аплодировать. О, отомстил Путин за теракт, который сделали против наших русских. И у вас, и заодно, и плюс какой, смотрите. Мигрантов почистили, нету, все, теперь вздохнет великая Москва, великая Россия, что нет мигрантов. Наконец-то можно вздохнуть. Воевать кем будет? Ну, и русских не тронули. Ну, во всех смыслах, короче, плюс. Но главное, что даже после этого теракта РФ только больше запретят огнестрел. Но огнестрела там и так нет. Он запрещен. Старая методичка, какая некреативная гибня. Да, Сандерс, они по-другому не работают. У них вот есть программа, они по ней строго, без проблем. Работает ведь схема, нагло они ее проталкивают. Где были эти братья палестинские, когда убивали чеченцев, Ельцина в лоб целовали? Да, совершенно верно. Хамас еще с советских времен тесно сотрудничал с КГБ, этим все сказано. Да, чеченские. Да, конечно, всех мусульман угнетают, говорит, а ты поддержишь американцев. Ислам Ингуш мне пишет. Ислам Ингуш, ты понимаешь, что русские у вас сейчас угнетают мусульман? Сейчас подставили мусульман, и вы враги номер один для всех России мусульман. А ты мне говоришь, ты тролль самый настоящий. Да, лидерсы гухо, ейнтяхи, Так эти же Москву эти мигранты строят. Строят, но теперь все равно денег нет, строительства не нужно. Они ходят там, бездельничают. Кто-то криминалом занимается, кто-то там с Наташками, с Машками там сожительствует, там как-то выкручивается. Ну, зачем? Обидно ж, из-за Наташек обидно, из-за Машек, и стройки не идут. Всех собрать и туда. И русские довольны, и мясо есть. Ну, плюс со всех сторон. Так. Так, друзья, я тогда стрим закончу. Сегодня я решил быстро провести вот этот полуторачасовой, даже уже больше мы в эфире, стрим. Так, Аслан, ты заметил, что некоторые обвиняют Путина и Хамас, но не говорят про всю Россию и Палестину? Да, совершенно верно. Дель заметил, демократ. Хорошо, что ты тоже это заметил. Очень хорошо заметил. Путин виноват, и Хамас виноват. Да, совершенно верно. Не говорят про всю Россию. Ну, такая вот ситуация, да, на России и на Палестине. Хотя, всего самого хорошего, друзья. Так, давайте, друзья, не ругайтесь. Давайте я на этом свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Завтра я выйду в эфир, и завтра будут новости, и будем обсуждать. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку. О Аллах, благослови Америку. Всего хорошего, друзья.